Как защититься от кибермошенников? Современную жизнь трудно представить себе без банковских карт и электронных расчетов. Однако вместе с ростом безналичных платежей растет и число злоумышленников, которые в виртуальном мире охотятся за вашими реальными деньгами. Всего за минуту мы расскажем вам несколько простых и надежных правил, которые помогут сохранить в безопасности средства на вашей банковской карте. Чтобы получить доступ к вашим деньгам, преступникам нужны реквизиты банковской карты, ее номер, фамилия и имя владельца, срок действия, код проверки подлинности, 3 цифры на обороте карты, а также PIN-код или код из СМС, который необходим для подтверждения платежа. Что же нужно делать, чтобы сохранить информацию в секрете и вовремя обнаружить попытку мошенничества? Вводя PIN-код, следите, чтобы его не увидели посторонние. Подключите СМС-уведомления о платежах и используйте интернет-банкинг, чтобы в реальном времени отслеживать списание средств. Пользуясь банкоматом, обратите внимание, нет ли на нем посторонних устройств, например, накладной клавиатуры. По возможности не упускайте из виду свою карту при расчете, чтобы никто не смог сфотографировать или переписать ее данные. Если вам сообщают, что оплата не прошла, попросите чек из терминала с уведомлением об отказе. Совершая покупки в интернете, внимательно проверяйте имя сайта в адресной строке, чтобы не произвести оплату на поддельной странице, похожей на настоящую. В адресной строке сайтов, где производится оплата, должен быть символ защищенного соединения, изображение замочка. Получив СМС-сообщение от банка о проблемах с вашей картой, например, блокировке, перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на вашей карте, и проверьте эту информацию. Не сообщайте данные карты по телефону никому, даже если собеседник представляется сотрудником банка. Будьте внимательны при оплате банковскими картами.